в купейном вагоне нижнее место. По-моему, там одно или два было, остальные все верхние. И так рад, думаю, посплю. Я не люблю наверху спать, просто в поезде еду. И так вот, ну, захожу, так разлаживаю вещи. И тут одна бабушка старенькая такая: сынок, ты можешь со мной поменяться? Ну, в соседнее купе, там, а то мне неудобно за вас. Ну, мне внутри такая, ну, только порадовался, такая, как бы, печаль. Как это назвать? Ну, в общем, я согласился, пошел. И потом, вы знаете, Бог так чудным образом сразу нам, ну, не открывается воля Божия. Оказывается, я, ну, должен был быть в том купе, потому что, ну, там в 5 утра двое вышли, осталась одна женщина. И как бы я внутренне чувствовал, что ей надо, ну, засвидетельствовать о Боге. И так Бог чудную беседу так устроил, что мы 3 часа ехали, она мне задавала вопросы, там, открывалась мне, там, ну, какие-то проблемы ехали, мы там слово разбирали, так. Бог именно сделал, ну, благословил, то есть, и я потом понял, для чего это все. Ну, не всегда бывает, знаете, поначалу нам кажется, почему-то, как-то неудобно, как-то хочется комфорта. Ну, вроде бы это, ну, маленькое такое, знаете, но все равно Бог, Он хочет, чтобы мы, ну, исполнили Его волю. И важнее было быть там, на этом месте, и, ну, была действительно такая хорошая беседа, и она услышала Евангелие, я сказал, где в Киеве находятся церкви, там адреса. И, в общем, слава Богу.